Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие братья и сестры, продолжается месяц Дзуль-Ка'да. Это один из заповедных, запретных месяцев. Аллах Тааля создал Вселенную и установил, что в году будет 12 месяцев. Из них 4 Аллах сделал запретным. Дзуль-Ка'да, Дзуль-Хиджа, Мухаррам и Раджаб. В эти месяцы испокон веков люди соблюдали мир, спокойствие, отказывались от каких-то военных действий, скандалов, споров. И в эти месяцы совершаются обряды хаджа. Дай Аллах каждому верующему человеку посетить первый храм, построенный на планете Земля для поклонения Создателю, находящемуся в городе Мекка. Ибо сказал Расулуллах, алейхиссалям: «Ва хаджуль байти ман истатаа илейхи сабиля». Ислам строится на 5 столпах. 5-й из них – это посещение дома тем, кто в состоянии преодолеть дорогу. У кого есть здоровье, средства, возможности, обязан совершить хадж. А те, кто имели возможности и не сделали его, то есть устрашение со стороны пророка тоже, алейхиссаляту вассалям. Примерно смысл такого хадиса, что такой человек умер не как полноценный мусульманин. Поэтому еще раз и еще раз напоминаем о важности этой формы поклонения. Суть ее очень велика и ценна. Об этом мы начали говорить в прошлый раз, на прошлой пятничном ваазе, проповеди, и сегодня продолжим. Итак, Аллах Тааля в суре Аль-Бахара, 197 и ниже аятах сказал: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Аллах говорит, что аль-хаджу ашхуру ма'лумат, хадж совершается в известные месяцы. Это Шавваль, Дзуль-Ка'да и Дзуль-Хиджа. Конечно, основные обряды хаджа совершаются в 10 дней, первые 10 дней месяца Дзуль-Хиджи, точнее с 8-го дня Дзуль-Хиджи. И в этом году
насколько мне известно, он приходится на 8 июля. 9 будет... 8 июля день Арафа, 9 день Курбан Байрама. И в эти дни милость Аллаха еще больше проявляется к верующим людям. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорил, что именно в день Арафа Аллах Та'аля особенным образом смотрит на своих рабов, гордится ими перед ангелами и говорит: посмотрите на этих растрепанных, неухоженных людей, приехавших из разных концов мира ради меня. Будьте же свидетелями, о чем бы они меня ни просили, я буду принимать их просьбы, от чего бы они ко мне не прибегали, я буду прощать их грехи. И Аллах записывает список тех, кого Он освобождает от огня. Те, кто находится в хаджи, они будут на этом месте, на месте Арафат, стоять, делать дуа, потому что это место и время как раз для дуа. А те, которые вне хаджа, они держат пост, ибо сообщается в преданиях от пророка, алейхиссалату вассалям, что пост в этот день становится причиной искупления грехов за очень большой период времени. Эти дни, они все ближе и ближе к нам. Осталось примерно 2 недели. Сегодня какое? 17 число. И также пророк сказал, алейхиссалям: «Ма мин айямин аль-амалю салиху ахабу фихинна иля Аллах мин хадихи аль-айям». Нет таких дней, нет такого времени, в которых бы Аллах Та'аля любил, желал принимать благие дела, нежели в эти 10 дней месяца Зуль-Хиджи. Эти 10 дней приходятся на начало июля. Поэтому себе и вам напоминаю об этом, чтобы мы были более бдительными, более внимательными и постарались эти 10 дней провести в поклонении Аллаху Джалля Джалялю. Более ответственно подходили к нашим обязанностям, таким как намаз, что касается ответственности перед Аллахом, таких как обеспечение семьи, это обязанность перед семьей, таких как почитание, уважение справедливых правителей, это касается международных государственных отношений. В общем, во всех сферах жизни нужно соблюдать такое положение, которое называется таква, осторожность. Соблюдать осторожность, не нарушать законы, установленные Всевышним. Хадж – это такое поклонение, которое совершается и телесно, и имущественно. То есть для этого нужно преодолеть расстояние, вложиться материально. И хадж, он раскрывает человека, раскрывает его характер, подобно тому, как ветер, солнце, вода раскрывают те или иные букеты, бутоны цветов. Некоторые цветы дают красивые, яркие цветы, розы, тюльпаны. Некоторые более тусклые, ромашки, васильки. Некоторые вообще бывают бесцветные, типа как
алоэ или кактус. Хотя кактус тоже дает красивые цветы. Так вот, Аллах Тааля говорит: «Ватазавваду, готовьтесь к этому путешествию. Фаинна хайра зади таква, лучшее же путешествие, лучшая провизия – это таква, это осторожность. Ваттакуни я улиль альбаб, будьте же осторожными, о обладатели разума, не нарушайте мои законы, мои заповеди». Польза от хаджа возвращается как к человеку, личности, так и к обществу. О личности мы упоминали в прошлый раз, сегодня поговорим об обществе. Человек – существо слабое, зависимое. Аллах создал нас, в отличие от животных, слабыми, не готовыми к этой жизни. Например, когда на свет приходит жеребенок, через пару часов он уже готов бежать за мамой. Когда на свет приходит котенок или щенок, через пару месяцев он уже может идти на охоту. У жеребенка есть копыта, есть шерсть. У котят и щенят, у собак и кошек есть когти, есть клыки, есть хорошее обоняние, навигация. Человек уже, чтобы научиться жить и быть самостоятельным, приходится тратить около 20 лет, иногда даже 25. Нужно научиться кушать, ходить, двигаться и так далее. И он всегда нуждается в поддержке. Аллах Та'аля говорит: бисмилляхи рахмани рахим, «Ва хуликаль инсану даифа». Человек создан слабым. По этой причине очень важны общественные взаимоотношения, взаимная помощь, взаимная поддержка. И Аллах Та'аля создал нас, людей, для того, чтобы мы стали наместниками на земле, представителями Бога, для того, чтобы мы эту землю сохранили и оживили ее наилучшим образом. «Валлаху истамаракум фиха», Аллах помог или дал условия вам землю оживлять, строить, созидать, но всячески нужно, конечно, избегать, остерегаться это разрушений. И человек сам по себе, он ничего сделать не сможет, если у него нет команды, если рядом нет помощников, если нет поддержки. И об этом пророк, алейхиссаляту вассалям, говорит, описывая путешествие, говорит: «Ар-ракибу шайтан, вар-ракибани шайтанани, ва салясату ракб». Один путешественник – это шайтан. Два путешественника – два шайтана. Три путешественника – это истинные путешественники. И если вас стало трое, одного выберите руководителем и подчиняйтесь ему, слушайтесь его. Почему один человек – это шайтан? Шайтан кто такой? Шайтана яштуну – это тот, который нарушает границы, ослушается. Когда человек сам по себе, когда он один, вероятность того, что он будет ослушаться, гораздо больше,
если же он будет находиться под общественным контролем. Поэтому Расулуллах алейхиссалям советует в путешествие выходить коллективно. 2 человека, 2 шайтана. Почему? Потому что людям свойственно разногласие. В суре Кахф Аллах Та'аля говорит: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Ва канал инсану аксара шайин джадаля». Человек больше всего угодно, больше всего, кулля шей, аксара шей, джадаля, любит спорить, доказывать свое. Я прав, я лучше, я такой, я сякой и так далее. Я. Если их осталось 2 только, они обязательно будут спорить. Один скажет: пойдем направо, другой скажет: нет, налево. Один скажет: давай сок попьем, другой скажет: нет, чай попьем. И будут вот так спорить. Их кто-то обязательно должен рассудить. Кто-то должен принять решение. Должен быть старший, руководитель. И поэтому Расулуллах алейхиссалям говорит, что 2 путешественника – это 2 шайтана. Старайтесь быть втроем или больше. И если вас стало 3, то выбирайте руководителя и ему подчиняйтесь, слушайтесь. Поэтому хадж – это огромное путешествие, это миллионы, во всяком случае, до пандемии так было. 3 миллиона и даже больше, может, собирались в Мекке паломников. В этом году квоты значительно урезали, и исходя из тех знаний, которые у нас есть, в 2 раза меньше будет паломников. Если было 3, будет 1,5. Если до пандемии, до коронавируса около 20-25 тысяч хаджиев из России уезжали, то теперь будет только 10. И поэтому хадж – это большая всемирная конференция верующих людей. Это возможность увидеть друг друга, почувствовать плечо друг друга и, конечно же, возможность найти настоящего друга по жизни, потому что путешествие, оно раскрывает человека, и оно сближает людей. Однажды некий отец, вали, опекун своей дочери, пришел в мечеть и спрашивает совет. Говорит, что у меня дочь повзрослела, хочу ее выдать замуж. И вот один человек сватается. Что ты скажешь про него? Советуется с одним в мечети. Тот говорит: очень хороший, очень хороший. Выдавай, говорит, не пожалеешь. И здесь где-то рядом Умар ибн аль-Хаттаб тоже сидел. Он говорит: ты откуда знаешь, что он хороший? Ты с ним в дорогу выезжал? Нет, не выезжал. Ты с ним денежные отношения, финансовые отношения поддерживал? Нет, не поддерживал. Ты с ним по соседству живешь? Нет, не живу. Откуда ты его знаешь-то? Как ты можешь говорить, что он хороший? Я, говорит, вижу, что он постоянно приходит на намаз. Нет, говорит, намаз это, конечно, хорошо, но это не главный критерий. Чтобы человека узнать, ты выходи с ним дорогу. Как он себя там будет вести, когда попадет в трудную ситуацию? Или наоборот, когда у него будет все хорошо, свой чемодан возьмет и побежит, или тебя будет ждать, помогать.
Дорога раскрывает людей, дорога сближает людей. Особенно это касается семейных отношений, мужа и жены. Поэтому есть такая у молодежи традиция, когда женится, выезжает в свадебное путешествие. И у нас, у мусульман, тоже у некоторых бывают хорошие традиции. Кто поженился, едет в умру. И некоторые невесты махар такой тоже просят. Меня, говорят, хадж повези. Вот очень хороший махар. Да. Хадж повези. И Расулуллах, алейхиссалату вассалям, относительно наших матерей, сестер, дочерей, говорил, что не позволяется женщине выходить в путешествие сроком сутки без махрама. Не позволяется женщине выходить в путешествие сроком больше на сутки без махрама. Кто такой махрам? Махрам это переводится как запретный, от слова харам, запрещенный. Махрам, то есть тот, за кого нельзя выходить замуж из-за родственных связей, допустим, это отец, или брат, или дядя, или это муж и его отец, или пасынок мужа, то есть тот, опять за кого нельзя выходить замуж. Почему так? Потому что Аллах Тааля, во-первых, Он создал женщин мягкими, нежными, слабыми, и чтобы не злоупотребляли их доверчивостью и не обижали во время дороги, во время путешествия. Должен быть рядом обязательно защитник, помощник. С одной стороны. С другой стороны, когда муж и жена куда-то едут, это их сближает. И многие люди, многие семьи ругаются, иногда доходят даже до разводов из-за того, что никуда вместе не ездили. Бытовуха. Сначала влюбляются вот так, поженятся, и потом дети, семья, работа, как белка в колесе. Всегда одно и то же, одно и то же, одно и то же. Ничего нового, ничего интересного, ничего другого нету. И потом они друг другу начинают надоедать, друг другу начинают в чем-то упрекать. Вот. Поэтому лучше собирайтесь и езжайте в хадж. Собирайтесь и езжайте в умру. Собирайтесь и посетите какое-нибудь благословенное место. В мечеть сходите, в библиотеки сходите, в музей сходите, на природу сходите, в пикник, и это поможет отношения укрепить. Внутри семьи, между мужем и женой, и между детьми. Дети тоже очень любят путешествовать. И, альхамдулилля, нам посчастливилось быть в хадже. Мы видели там, что некоторые родители привозят своих малышей, своих детей. Конечно, это им остается на память на всю жизнь, потому что детская память, она чистая память, не запятнанная какими-то грехами, похотями. И, иншаллах, тот, кто побывал в хадже, тот, кто побывал в святых местах, он всегда будет их посетить вновь и вновь, потому что это неописуемое состояние. Вот черный камень, он как магнит, он тянет тебя. Ничего в нем такого особенного нету. Кааба тоже, она золотом, серебром, алмазами не увешана.
но вот ее аура постоянно притягивает. Постоянно притягивает. Поэтому совершение хаджа, совершение умры очень полезно для семейных отношений, для общественных отношений. И, конечно же, это уже дела, как бы, скажем, выше нашей крыши, дела правителей. Они вот могут организовывать моменты хаджа. Люди же приехали с разных концов, какие-то интересные конференции среди ученых, среди специалистов той или иной области. Вот в одном месте людей собрать очень сложно, а хадж всех собирает. И такие были явления, и есть. Мы слышим, что вот, например, кари или хуффаз, хафизы, кари, они во время хаджа, у них проходят какие-то интересные конференции. Или когда они участвуют на конкурсах, международных конкурсах, проходящих на территории Аравии, они обязательно совершают и умру. Или умру совершают рядом с конкурсом, или конкурс делают рядом с хаджем, чтобы вот эта вот конференция, международная конференция прошла вместе с обрядами хаджа. Также хадж полезен и для экономики стран, если уже переходить на такой международный уровень, потому что хаджи, они привозят с собой доллары, привозят с собой деньги, что-то покупают, что-то арендуют, делают курбан, баранов покупают, и это большую пользу приносит принимающей стороне. И мы знаем, слышали, что вот в Аравии именно сезон хаджа такой самый сезон для заработков, для таксистов, для тех, кто занимается скотоводством и так далее. Они вот этот сезон, одну неделю зарабатывают столько, сколько за год не зарабатывали. И вот летают самолеты, едут автобусы, хаджи тоже за все за это платят же. И это увеличивает, улучшает экономические отношения. И также постепенно развивается и туризм, приносящий пользу. Туроператоры находят себе хлеб за счет хаджа. Вот эти годы пандемии, мы знаем, что было очень тяжело многим, кто занимается этой формой бизнеса. Альхамдулилля, сейчас она прекратилась. Дорога открылась, и откроется тоже ризык, удел. Потому что Аллах Та'аля говорит, бисмилля рахман рахим, «Хуа аллади джа'аля лакумул арда залулан, фамшу фи манакибиха ва кулу мир ризких». Аллах, Он тот, который сделал землю для вас удобной для проживания. Ходите же по ней и кушайте из его удела. И, возвращаясь к теме хаджа, Аллах сказал, «Лейса алейкум джунахан ан табтагу фадлам мир раббикум». Не будет греха, если во время хаджа вы будете заниматься торговлей, вы будете искать милость и щедрость Аллаха. Дай Аллах нашим хаджиям с миром поехать, приехать, совершить свои обряды. Дай Аллах мир во всем мире. И мы молим Аллаха Субхану Тааля за эту землю, за землю, где находится Кааба, и за землю, где мы живем, мольбою Ибрахима, алейхиссалям, который говорил, «Рабби джаль хада балада аминан, ва джнубни ва бания ан а'будаль аснам». О Аллах, сделай эту страну, этот город безопасным и отдали нас и наших потомков от идолопоклонничества.
Амин. Вальхамдулиллахи Раббил Алямин.